Съел булочку с маком, стал наркоманом. Звучит абсурдно, не правда ли? Но это лишь до тех пор, пока вы не сдали анализы. Свежее, еще теплое и аромат замечательный. Но пробовать я не буду. Мне сегодня за руль. Это кажется невероятным, но после употребления такой булки с маком в организме человека могут найти наркотики группы опия. Именно в такой ситуации оказался уфимский врач Владимир Попко. Мужчина работает хирургом в государственной больнице и ежегодно проходит обязательный медосмотр у психиатра и нарколога. Положительный тест на наркотики вызвал у Владимира настоящий шок, ведь запрещенные вещества он не употреблял ни разу в жизни. Для меня это было бы большой неожиданностью, даже небольшим испугом, скажем так. Ты как порядочный человек, и тебе говорят, что ты в чем-то обвиняют, это совсем неприятно. Они меня случайно спросили: а вы продукты с маком не употребляли? Я говорю: да, действительно, меня на обед угостили булочкой с маком. Что это, ошибка или все же закономерность, мы решаем выяснить сами. Находим магазин, в котором была куплена съеденная Владимиром булочка. Это небольшой продуктовый ларек в Сипайлово. На прилавке несколько видов выпечки, в том числе те самые изделия с маком. Покупаем один пакет, чтобы провести простой эксперимент. На этикетке нет никакой информации о производителе, только цена, вес и дата производства. Что ж, придется рискнуть здоровьем и попробовать их. На вкус ничего необычного. Сладкая маковая начинка. Спустя несколько часов покупаем в аптеке тест для выявления в моче 5 видов наркотиков. Следуем инструкции. Итог проявляется четко. Одна полосочка означает положительный результат на наличие в организме морфина, наркотика группы опия. Для чистоты эксперимента те же самые булочки пробует еще один сотрудник информационной службы Эмиль Басареев и официально сдает анализы в Республиканском наркологическом диспансере. Результат вновь положительный. Нет никакого обращения. Такие показатели заставляют понервничать, а не поставят ли на наркологический учет. Но медики успокаивают, мол, подобные последствия у любителей булочек с маком не редкость. Таких 4-5 человек будет, так что не переживайте. В общем, мы соберем это для обследования. Давайте. В наркологическом диспансере пояснили, что в подобных случаях биологический материал отправляют на более детальное аппаратное исследование. Оно выявляет, что наркотик в моче стал следствием употребления именно пищевого мака. В аппаратных методах у нас есть определенные метчики, которые говорят, что да, действительно, этот морфин находится, во-первых, на очень низком пороговом содержании этого вещества. И там есть метчики, которые говорят, что это да, это тот морфин, который, скорее всего, был получен из растительного мака, пищевого мака. В конечном итоге такой результат почти всегда фиксируется как отрицательный, но ключевое слово «почти». Впечатляет, например, нашумевшая история пермского полицейского, который лишился погон из-за пристрастия к булочкам с маком. Он попал в небольшой ДТП и прошел стандартное для таких случаев тестирование на наркотики. Из-за положительного результата мужчину уволили из органов. Я был сотрудником полиции, представитель власти, можно тогда назвать. И тут получаю статус наркомана. Впоследствии через суд, проведя дополнительные исследования, он все-таки сумел доказать, что не наркоман, и восстановился на службе. Но можно представить, каким это обернулось стрессом и ударом по репутации. В такой ситуации, по сути, может оказаться любой водитель при получении прав или после ДТП. А еще рискуют работники всех предприятий, где проводятся медосмотры. Владельцы оружия, спортсмены и даже обычные школьники. Ведь экспресс-тесты на наркотики часто проводят и в учебных заведениях. При этом не везде и не всегда эти анализы отправляются на дополнительные исследования. В иммиграционной службе, когда вот иммигранты сдавали мочу на наркотики, и там, если были предварительно положительные результаты, то есть им уже отказывали в получении каких-то миграционных документов. Откуда же наркотики в столь популярном десерте, который есть на прилавке любого магазина? По словам научного сотрудника Института биохимии и генетики РАН Ильгиза Галяутдинова, семена мака в чистом виде не содержат наркотических веществ. А вот если в них попадают примеси маковой соломки, как раз наоборот. В этом образце присутствуют различные стебли. Вот попадание соломы мака может являться наличием наркотических соединений в пищевых продуктах. Получается, опий есть не в каждой булочке с маком, а лишь в той, что была приготовлена с использованием сырья с маковой соломкой. Его еще называют грязным. При этом недобросовестные кондитеры часто нарушают технологию производства, не промывают семена перед использованием. На крупном уфимском хлебопекарном предприятии показывают, как подготовить сырье, чтобы маковый десерт получился без наркотического сюрприза. Обязательно просеивается мак, чтобы не попали остатки маковой соломки
мусор разный. Для дополнительной безопасности семена пропускают через магнит, чтобы исключить металлопримеси. Затем промывают и обязательно заваривают кипятком. Только после этого мак отправляется в тесто. При строгом соблюдении технологий на выходе получается абсолютно безопасная выпечка с маком. При этом, говорит начальник производственной лаборатории завода, большое значение имеет страна-производитель сырья. Здесь используют турецкое, оно приходит сразу почти без примесей. Обязательно документация должна соответствовать нормативная, то есть это должна быть декларация таможенного союза, где указывается производитель, должна соответствовать этикетка. Тогда мы уже даем разрешение на пуск производства. Однако мелкие производители чаще предпочитают более дешевое сырье из Узбекистана или Казахстана. В этой небольшой пекарне в Уфимском районе проводят проверку сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Именно здесь предположительно выпекались булочки с маком, которые в нашем эксперименте показали положительный результат наркотеста. Это вот в таких коробках приходят, да? Нет, вот такие мешками они. Это вы просто пересыпаете? Вот, пересыпаем и используем. Продажа кондитерского мака с высоким содержанием примесей соломы запрещена российским законодательством. Продукция пекарни и сырье отправляются на исследования в экспертно-криминалистический центр МВД. И если экспертиза установит, что этих наркотических веществ в изъятых семенах 20 и более грамм, то по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Между тем, пищевой мак можно найти в свободной продаже почти на любом продуктовом рынке. Покупаем немного, опять же, для эксперимента. Килограмм почем? Килограмм 700 рублей. Откуда? Узбекистан. Различные примеси здесь видны невооруженным глазом. Снова проводим опыт с экспресс-тестом. Несколько чайных ложек этих семян, употребленных в пищу, вновь показывают положительный результат. К слову, именно из такого грязного мака наркозависимые варят растворы для внутривенного введения. Называют это химкой. Один из пациентов наркодиспансера по имени Фарид рецепт приготовления такого наркотика знает еще с 90-х годов. И говорит, пищевой мак всегда легко доступен. Его делают в Казахстане. Он смешанный какой-то. А продается он как вот в свободной продаже или как? Или где-то из-под полы там? Или... В свободной продаже в ларьках. Зачастую продавцы кондитерского мака знают таких постоянных покупателей в лицо и осознают, с какой целью его приобретают. Явно не для домашней выпечки. При этом, если будет доказан умысел продажи сырья именно в качестве наркотического средства, можно получить серьезный уголовный срок. Так, например, на 8 лет в колонию строгого режима отправили семью Полухиных, которая владела собственным кафе в Воронеже. Полухины выпекали кондитерские изделия, в том числе с маком, а заодно продавали пищевой мак с примесями на развес, целенаправленно для наркоманов. Следствие сумело это доказать, несмотря на то, что на сторону семьи кондитеров встали многие российские правозащитники. Были опубликованы видеозаписи контрольных закупок, показания покупателей, а также расшифровки телефонных переговоров, из которых ясно, что владельцы кафе, продавая мак, прячутся от полицейских. Там Бобик стоит, скажи девчонкам, чтобы пока не торговали. Менты дежурят, пусть выходят из кафе пустой и обходят сзади. Подобные уголовные дела были и в нашей республике. Например, в городе Октябрьском в 2017 году. Там пищевым маком с большим содержанием соломки торговали по ночам из гаража, заодно с таблетками димедрола. Как предполагали сотрудники полиции, из этого сырья наркопотребители могли изготавливать нарковещество опийной группы. Все эти вещества были изъяты, была проведена необходимая проверка и в дальнейшем изъятое было уничтожено. Такие торговцы, по сути, используют некоторый пробел в законе. Кондитерский мак и разрешен, и запрещен одновременно. Главный вопрос – почему такой грязный с примесями мак допускают к ввозу в Россию? Некоторые кондитеры даже не догадываются о том, что он может содержать наркотические вещества. В итоге правоохранители балансируют на тонкой грани между необходимостью остановить наркоторговлю и при этом не нарушить права добросовестных предпринимателей. Конечно, этот вопрос надо поднимать к надзорным органам. Пусть проводят соответственные проверки изготовителей тех же продуктов, и чтобы это как-то улучшить ситуацию. А что же грозит обычному любителю булочек с маком, который, ничего не подозревая, регулярно ест кондитерские изделия с таким грязным сырьем? По словам врачей, наркозависимость, конечно, не выработается. Пищевые продукты, я думаю, что это не повлияет на координацию движений во время вождения автомобиля. Или, например, во время выполнения какой-то более точной работы. Те же самые, например, ювелиры. Полкило, если вы за раз съедите, конечно, может быть, что-то у вас какая-то более концентрация большая будет. Но полкило мака, извините, съесть это просто нереально.
Конечно, все это не повод отказаться от пищевого мака совсем. Его семена содержат минеральные вещества, такие как кальций, фосфор, калий и многие другие. Это вкусный и питательный продукт, тонизирующий нервную систему. Витамин Е в его составе является антиоксидантом и иммуномодулятором, защищающим организм от инфекций. Изделия с маком практически в любой кухне мира, особенно это Восточная и Западная Европа, знаменитый немецкий штоллен идет с маком, наши русские рулеты, кутья с маком известно много сотен лет в России. То есть никогда никто это не употреблял именно ради наркотического эффекта. Это вкусно, более того, это полезно. В России несколько десятилетий действовал запрет на выращивание мака. И вот только в этом году он был снят, прежде всего для использования в медицинской отрасли. От импортного сырья постепенно будут отказываться. В нашей стране ведется селекция пищевого мака. Созданы безопийные сорта, безопятные практически, это парус и жемчуг. Занимается Пензенский НИИ сельского хозяйства как раз этой маковой проблемой. Вот поэтому есть надежда, что ситуация будет в этом направлении улучшаться. Интересно, что мак отнюдь не единственный продукт, который может выдать положительный результат при тестировании на наркотики. Например, некоторые газированные напитки содержат вещество хинин, алкалоид коры хинного дерева. Это компонент, который придает напитку характерный горький привкус. 10 граммов хинина в чистом виде могут привести к смерти. В таком количестве в газировке он, конечно, не содержится, но оказывает определенное воздействие на организм и может вызвать привыкание. Возможно, есть какой-то накопительный эффект в клетках, что когда анализ может дать ложноположительный тест. Не рекомендуется беременным, кормящим, маленьким детям, ну и в целом людям, которые заботятся о своем здоровье. Популярными в последнее время стали, например, изделия с коноплей. В уфимских магазинах можно найти и конопляную муку, и протеиновый коктейль из конопли для спортсменов, и так называемый урбеч – паста из перетертых семян конопли, производится в Дагестане. Берут вот семена и ядышки там, и на каменных жерновах вот так вот с пастой. Это единственный вот способ такой есть в Дагестане вот это делать, больше нигде. С пастой из конопли мы проводим тот же самый опыт, что и с маком. После употребления в пищу проводим экспресс-тест на наркотики. На этот раз все чисто. Такая конопля, говорят в Институте биохимии и генетики РАН, не содержит наркотических соединений. Это специально выведенный сорт. Однако и здесь могут быть подводные камни. Риск он всегда присутствует, потому что любые посевы, которые не содержат наркотические соединения, со временем они переопыляются с дикой коноплей. И при переопылении будут появляться наркотические соединения и в этой продукции тоже. Покупая изделия с маком или коноплей, как и в случае с любым другим продуктом, выбирать нужно добросовестного производителя, который соблюдает технологию производства. В таком случае риск дискредитировать себя при сдаче анализов на наркотики сводится к минимуму. И тем не менее, чтобы полностью исключить физиологические и психологические последствия, медики все же советуют за несколько дней до проведения теста воздержаться от употребления пикантного десерта.